Здравствуйте, уважаемые телезрители! Снова в эфире передача о международной повестке вокруг Абхазии, главных событиях и тенденциях, которые так или иначе влияют на нашу республику или создают ей имидж в мире. Итак, начнем. Одним из главных геополитических событий вокруг Абхазии стала эскалация Нагорно-Карабахского конфликта. Эскалация, если не сказать война. Как известно, между Арменией и Азербайджаном уже давно идет острое противостояние вокруг территории Нагорного Карабаха, или, как называют эту землю сами ее жители, Республикой Арцах. Нагорно-Карабахский конфликт являлся долгое время одним из замороженных конфликтов Южного Кавказа, но в конце сентября конфликт опять вступил в горячую фазу. Начались открытые полномасштабные боевые столкновения, артобстрел, взаимные обвинения сторон в развязывании конфликта. И что самое ужасное и печальное, множество жертв как среди военных, так и среди мирного населения. Причем цифры, которые называют обе стороны, значительно отличаются друг от друга. Потому разобраться, где истина, очень сложно для стороннего наблюдателя. Стоит отметить, что до этого момента полномасштабная длительная война между Арменией и Азербайджаном шла в 90-х годах. Началась она еще в 1991 году и закончилась перемирием 5 мая 1994 года. Камнем преткновения интересов двух стран была территория Нагорного Карабаха, преимущественно населенная армянами, которые мечтали о выходе из состава Азербайджана и о провозглашении независимости. В этом стремлении жители Нагорного Карабаха поддерживали Ереван, хоть и не слишком официально, так как признать Республику Арцах в Армении так и не решались. Таков кратчайший и поверхностный экскурс в историю. Гораздо больше, чем история, всех интересует современность. Важно, что после того, как уже много лет сохраняется статус-кво, то есть существует Республика Арцах, независимость которой, например, признали Южная Осетия, Приднестрово-Молдавская Республика и Республика Абхазия, вновь над мирным населением Степанакерта нависла угроза уничтожения. Война стала их каждодневной реальностью. Уже несколько недель события, которые сотрясают Армению, Республику Арцах и Азербайджан, главная тема многих изданий и СМИ. Не обошла она стороной и социальные сети. Многие пользователи призывают разместить на своих страницах красный квадрат под хэштегом Peace for Armenia – «Мир для Армении». Так красным цветом запестрили множество аккаунтов абхазских пользователей. С другой стороны, появились и те, кто разместил на личных страницах белые квадраты, символизирующие мир для всех, без разбора по этническому признаку. За обычными гражданскими мирными инициативами последовали и официальные заявления, призывы остановить кровопролитие. Вот заявление Министерства иностранных дел Абхазии по этому поводу. Министерство иностранных дел Республики Абхазия призывает международное сообщество остановить агрессию против Республики Арцах и создать необходимые условия для снижения эскалации вооруженного конфликта в регионе. Убеждены в безальтернативности мирного урегулирования конфликта между Республикой Арцах и Азербайджаном в рамках существующего международно признанного механизма Минской группы ОБСЕ, говорится в заявлении МИД. Еще дальше пошел парламент республики и предложил Сухум как площадку для мирных переговоров между воюющими сторонами. Об этом со ссылкой на депутатов сообщило агентство Апснепресс. В свою очередь, армянская община Абхазии выступила с заявлением о том, что готова оказывать финансовую поддержку и помощь Республике Арцах в это сложное время. В добровольцах в Арцахе не нуждаются, их и так достаточно, а вот материальные возможности со временем иссякают. Оказать финансовую помощь братьям – наш долг, отметил глава армянской общины Галус Трапезанян в интервью агентству «Спутник Абхазия». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и государственный секретарь США Майкл Помпео, представляющие страны сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают беспрецедентную и опасную эскалацию насилия в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и за ее пределами. Ссылаясь на заявление лидеров трех стран, сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 1 октября сего года, министры вновь призывают стороны конфликта к немедленному и безоговорочному установлению режима прекращения огня, говорится в заявлении российского МИД.
Стоит отметить, что 10 октября в Москве встретились главы МИД Азербайджана и Армении, и при посредничестве российского министра иностранных дел Сергея Лаврова договорились о временном перемирии в регионе. Переговоры длились 11 часов. Стороны договорились о прекращении огня для обмена пленными и телами погибших. Также Баку и Ереван должны были при посредничестве Минской группы ОБСЕ приступить к переговорам с целью скорейшего мирного урегулирования. Почти сразу, как перемирие вступило в силу, Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня. Армения заявила, что азербайджанские воины нанесли ракетный удар по городу Капан, а в Баку сообщили, что армянские войска обстреляли азербайджанские города. Заявления друг друга обе стороны при этом опровергли. Безусловно, главный вопрос для нас, как повлияет эта ситуация на нас, есть ли какие-то прямые или косвенные взаимосвязи. Для того, чтобы обсудить эту тему, мы связались с кандидатом политических наук, политологом Бесланом Хакба. Беслан Алексеевич, здравствуйте. Всех нас тревожат события в Нагорном Карабахе. Это давно замороженный конфликт. Как вы считаете, что привело сейчас к эскалации? Вы знаете, назвать одну причину, один фактор, который привело к этой эскалации, невозможно. Есть несколько причин к современному развитию конфликта в Нагорном Карабахе. Я хочу вкратце напомнить вообще, как это все разворачивалось. Я, когда поступил в Бакинский институт политологии, это был 1989 год. Все это уже начиналось. В 1988 году движение «Карабах», за присоединение Нагорного Карабаха к Армянской ССР. Конфликт по нарастающему так развивался до 1991 года, почти до распада СССР. Даже был, знаете, такой предпринят шаг с союзным государством о особом управлении Нагорного Карабаха. Между прочим, он был выведен из состава Азербайджанской ССР и особо управлялась из Москвы, и был такой деятель, государственный деятель Аркадий Вольский, его не возглавлял. Вот это все послужило причиной, это вызвало недовольство в азербайджанском обществе, и это привело к ожесточенной войне, которая длилась почти до 1993 года. А в 1994 году был подписан договор, знаете, договор не обязывающий, это ни к чему, протокольно, документально. Это такое было джентльменское соглашение, прекращение огня. Но что удивительно, это действовало до 2016 года, до апреля месяца. Там происходили стычки, фиксировалась стрельба, но этот договор действовал. А в апреле 2016 года произошла стычка, такое военное столкновение, были жертвы, приехал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, успокоили, тихо стало, а уже в июле 2020 года, в этом году, события опять начали развиваться по самому такому наихудшему варианту. А что произошло в июле? О чем вы говорите? Самое главное недовольство, тем более со стороны Азербайджана. Факт отторжения Нагорного Карабаха азербайджанцам никогда не признавалось. Я сомневаюсь, что вообще когда-нибудь будет признаваться. Потому что война, которая происходила в 1991-1994, она закончилась поражением Азербайджана. Тут было несколько причин, почему это произошло. Там некоторые войска принимали участие, я скажу так. И это привело к такому ситуации, которая сегодня имеет место. Между прочим, это не только территория Нагорного Карабаха, прилегающие 7 районов, они сегодня, как они называют, оккупированы, контролируются, сегодня контролируются войсками Армении, как они говорят, войсками Нагорно-Карабахской республики. Вот это все накапливалось, и получилось так, что это неразрешенность конфликта, неурегулированность, это самая главная причина вообще привело к такому военному столкновению. И вторая еще одна причина, которую я хочу назвать. Вы знаете, в последние годы Азербайджан стала очень богатой страной, будем откровенны. Она вооружилась, и соблазн такой появился, что есть возможность решить военным путем. Причем запрос есть огромный в азербайджанском обществе вернуть, может быть, даже силы Нагорный Карабах. Я считаю, что пока это не произойдет, азербайджанцы, я там
бывал, я там учился, чувствует какую-то неполноценность, знаете, вот неполноценность своей государственности. Это надо иметь в виду, почему это все происходит. Это один из самых непримиримых конфликтов, это один из самый длительный конфликт на постсоветском пространстве. И все, как специалисты говорят, разрешить в современной истории практически невозможно. И вот все это привело к тому, что соблазн, что есть возможность вернуть Карабах силы, это привело к военному столкновению. И самый главный фактор, это тоже необходимо назвать, что в этот конфликт открыто, публично заявила о себе Турция. Как, на ваш взгляд, будут развиваться события? Каковы будут роли Турции и России? Вы немного даже опередили, уже говорили об этом, затрагивали этот вопрос. Вы знаете, вот непримиримые позиции сохраняют и Турция, и в этом, вот, по отношению к этому конфликту и Турция, и Российская Федерация. Если, вы знаете, вот это, будем откровенны, если не будет внешней помощи в военном отношении, экономическом отношении со стороны внешних сил по отношению к Армении, я сомневаюсь, что в современном развитии конфликта Армения устоит перед угрозой такой, которая вот перед Азербайджаном и Турецкой Республикой. Потому что я еще раз повторяю, что это все отмечают, что в военно-техническом отношении, вообще в организации армии, современной армии, Азербайджан сегодня превосходит. Тем более учитывая, что я еще раз повторяю, почему это происходит. Эрдоган, между прочим, такую агрессивную свою политику в последние годы проводит на Кавказе. Не только на Ближнем Востоке, не только на Северной Африке, в Ливии, не только по отношению к Кипру, по отношению к Греции. Вот, потому что, видимо, есть соблазн сделать, может быть, Турция не такой классической Османской империей, но такой, знаете, вот великая держава. Вот великодержавность, это присутствует в политике Эрдогана. Это первое, но надо учитывать такой фактор, как это близость между азербайджанцами и турками. Понимаете, никогда Турция не соглашалась со сложившимся статус-кво. Они говорили, мы всегда поддержим, но такой открытой поддержки никогда не было. Министр иностранных дел Турции заявил, мы поможем Азербайджану и за столом переговоров, и на поле боя. Это один из главных факторов вот, в военном столкновении между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха. В этом отношении, конечно, Россия сделает, знаете, вот это очень сложная проблема. Как быть? С одной стороны, союзнические отношения с Арменией. Действует такой договор, так называемый ОДКБ. Но имеется в виду, что если это произойдет, какая-то агрессия по отношению к Армении. Но надо иметь в виду, что Нагорный Карабах Россия произойдет как часть Азербайджана. Понимаете? Вот в этом отношении пока никаких военных действий, вот согласно международному праву, согласно ОДКБ, этому договору невозможно. Но с другой стороны, развитие вот таким образом это и ущемляет интересы России, как великой державы, как один из главных геополитических игроков на Южном Кавказе. И поэтому перед политическим руководством России, перед, знаете, и Путиным стоит очень сложная задача, как быть. И с одной, с другой стороны, между прочим, между Азербайджаном и Российской Федерацией вот прекрасные отношения. Понимаете, вот открытую конфронтацию никогда по отношению к Азербайджану Россия не пойдет. Может быть, я так считаю, что может быть между Турцией и Российской Федерацией будет какая-то договоренность, чтобы оказать давление и на Армению, и на Азербайджан, чтобы, во-первых, самое главное, приостановить военные действия, и чтобы принудить их сесть за стол переговоров. Это самая главная задача, и очень трудная. Вы знаете, потому что запущен механизм войны, очень будет сложно это все остановить. Тем более, что некоторые военные успехи сегодня имеются, вот как отмечают у Азербайджана, а в таких случаях приостановить очень сложно войну. Большое спасибо. Также для нас очень важно узнать, как конфликт, который сейчас происходит в Нагорном Карабахе, может повлиять на Абхазию, на нас. Я видела много параллельных ассоциаций в сетях, их приводят. Например, нас сравнивают с армянами, а грузин с азербайджанцами. Как вы считаете, насколько правомерны такие сравнения? Вы знаете, какие-то параллели вообще на постсоветском пространстве можно попытаться провести, но один конфликт не ложится на другой. Здесь разные участники, разные силы. За спинами этих участников большие страны,
средних размеров страны. Поэтому, конечно, есть общая параллель. В каком плане? Мы все вышли из Советского Союза. Там уже все это начиналось. Но, с другой стороны, посмотрите, между Абхазией и Грузией произошел следующий факт. В результате агрессии, которая имела место в августе 2008 года, Абхазия признана как суверенное независимое государство. Частично она признана, причем самой большой страной Российской Федерации. Причем она будет оказывать в случае агрессии со стороны Грузии военную помощь, и безопасность будет обеспечена. Понимаете, в этом отношении я сомневаюсь, что вот в ближайшие, не знаю, десятилетия, не знаю, 20 лет вообще какие-нибудь военный реванш будет предпринят со стороны Грузии по отношению к Абхазии. Потому что я считаю, что в этом отношении проблема снята. Но другое дело, что по отношению других, вот, вообще, как разрешить этот конфликт? Да, вот с одной стороны, это наши все бывшие автономные образования в составе Союзной Республики. Вот в этом отношении какие-то параллели можно проводить. А что касается, если даже Абхазия и Грузия конфликт не завершен, но сложившаяся ситуация из военного состояния, она выведена вот в результате тех событий, которые имели место вот в августе 2008 года. Это касается, кстати, по отношению к Южной Осетии тоже. А здесь война в разгаре. Это самое главное вот, отличие от всех других конфликтов. Вообще все отмечают не только на Кавказе, что Армения, Азербайджан, Нагорного Карабаха – это самый сложный конфликт, который очень будет трудно разрешить в современной истории. Спасибо большое, Беслан Алексеевич. Благодарю вас. Ну а теперь к приятным темам и хорошим новостям. Они пришли из столицы Сирийской Арабской Республики Дамаска, где на прошлой неделе было открыто ни много ни мало официальное посольство Республики Абхазия в Сирии. Абхазскую делегацию, прибывшую в Дамаск 4 октября по случаю торжественного открытия посольства, возглавил руководитель администрации президента Алхаз Квициня. В состав делегации также вошли депутат парламента, министр иностранных дел Даурковы, президент торгово-промышленной палаты Тамила Мерцхулава и другие представители власти и бизнеса. 5 октября нашу делегацию в своей резиденции принял президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад. Подробности встречи сообщаются на сайте МИД Республики. Башар Аль-Асад поприветствовал членов делегации и пожелал мира и процветания всему абхазскому народу. Он выразил желание Сирийской Арабской Республики развивать взаимоотношения с Республикой Абхазия и подчеркнул уверенность в том, что открытие посольства Республики Абхазия в Сирии придаст импульс развитию межгосударственных отношений, значится на сайте нашего МИД. В свою очередь Алхаз Квициня выразил благодарность от лица президента Абхазии Аслана Бжаня в адрес президента Сирии за прием делегации, а также пригласил Башара Асада посетить Абхазию в любое удобное для него время. Помимо самой торжественной церемонии открытия посольства в городе Дамаск, кстати сказать, древнейшей из всех столиц мира, в ходе правительственного визита состоялся ряд важных встреч, которые, безусловно, будут содействовать укреплению двусторонних связей и сотрудничеству в различных областях. К примеру, состоялась встреча абхазской делегации с заместителем председателя Совета министров, министром иностранных дел по делам соотечественников за рубежом Валидом Аль-Муалем. Сирия долгое время была вынуждена бороться с внешними и внутренними угрозами терроризма на военных полях действий. Сегодня же мы в большей степени сосредоточены на политической борьбе на международной арене. Многие страны, которые раньше поддерживали заговорщиков, пытаются восстановить отношения с Сирией. Мы смотрим в будущее ради нашего народа, поэтому считаем необходимым объединиться в борьбе против экономического терроризма и санкций, вводимых исключительно в интересах отдельных стран, отметил Валид Аль-Муаллем на встрече. Глава МИД Абхазии Даурковы и министр иностранных дел Сирии Валид Аль-Муаллем подписали соглашение между правительством Абхазии и правительством Сирии об отмене визовых требований для владельцев дипломатических или служебных паспортов. Напомню, что еще летом в президентском дворце Дамаска состоялось вручение верительных грамот Башару Асаду, чрезвычайным и полномочным послом Абхазии в Сирии Багратом Хутаба. На этих кадрах вы видите торжественную церемонию принятия нашего посла во дворце Асада. А в эти дни состоялось закономерное и долгожданное открытие официального дипломатического представительства Республики Абхазия в Сирийской Арабской Республике, что, безусловно, является важным продвижением и успехом
успехом на пути к международному признанию Абхазии. Сразу же после открытия посольства министр иностранных дел Абхазии Даур Ковы написал на своей странице в Фейсбуке: «Это действительно историческое событие, открывающее новую главу взаимоотношений между нашими государствами. От души желаю нам больших успехов». Это было главное из того, что происходило вокруг Абхазии на этот раз. Но мы по-прежнему будем держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.